Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Сегодня мы находимся в школе «Магия бисера». Рядом со мной сидит Анжела Токарева. Анжела у нас является руководителем этой школы. Ну и, как вы можете уже видеть, у нас на столе такая яркая, блестящая, красочная тематика. Да? Не за горами вот-вот наступит долгожданный праздник. Самый волшебный, самый долгожданный, наверное, для большинства из нас. Это Новый год. Ну и, конечно, у нас сегодня новогодняя тематика. Мы продолжаем создавать красивые украшения на главный атрибут праздника. Да? Это елка, конечно же, это елочные игрушки. Анжела, вот на примере вы сказали, да, сейчас за кадром, что вот эти игрушки вы создавали еще 5 лет назад. То есть они уже прошли, так скажем, тест, да, ага, ничего, как сказала Анжела, не отклеилось, не сломалось. Ага, и дизайн ваш, я так понимаю, да? Да. Вы сами все придумали? Ага, да, расскажите каждый год они у нас висели на елке. И очень красиво смотрится, когда вот самую обычную елочную игрушку украшаешь такими вот стразами и стразовыми цепочками. Все блестит, да, переливается. Ну и сегодня мы будем что-то делать на примере вот этого шарика, да? Да. Поделитесь секретами. Будем украшать самый обычный шарик. Ага. Нам понадобятся стразы разных размеров. Мы взяли круглые, квадратные. Размер у них идет 12 мм, 10 и 6 мм. Стразовую цепочку мы взяли 3 размера. Они у нас получается 4 мм, 3 мм и 2 мм. Из инструментов нам понадобится только клей и ножницы, ну и линейка. Екатерина, я вас попрошу, чтобы вы мне помогли. Будем отрезать кусочки стразовой цепочки и клеить их на нашем новогоднем шарике. А шарик мы возьмем, наверное, красного или серого цвета. Ну, без разницы, я Давайте думаю. серый цвет возьмем. И тот хороший, красивый по-своему, да? Да. Этот шарик мы будем с вами украшать. Отлично. Так, с чего начинаем? Итак, вначале мы возьмем стразы. Они у нас идут 14 на 10 миллиметров в форме капли. Мы вначале приклеим и будем придерживаться правила клея-момент. Клей-момент у нас гель прозрачный. Схватывает он не сразу. И клеить мы будем обе стороны. То есть клей будем наносить на сам шарик и на стразу тоже, да? Потом немножко чуть-чуть подождем и начнем их приклеивать. Так. Ну, в принципе, все так достаточно просто, да? Достаточно вот иметь основу шарик, который можно найти, да, и на рынках, да, и в хозяйственных магазинах, стразы приобрести и клей, самый основной такой, да? Да. Когда мы наносим клей на стразу, должны не маленькую точку посередине, а полностью прям должны нанести клей. И ждем где-то 5 минут. Так. Наносим. Наносить будем примерно 7 штук. Это будет у нас начало, а потом уже приклеим круглые стразы и будем уже украшать цепочками. Ну, пока вы вот этим занимаетесь, да, мне хотелось бы поинтересоваться. Анжела, вы являетесь дизайнером украшений, да? А как давно вот вы начали этим заниматься? Занимаюсь я созданием украшений 12 лет. Ух ты. Ага, такой солидный срок. Стаж уже, да? Из них 9 лет я обучаю всех желающих создавать украшения из бисера. Как здорово. Очень люблю свое дело. На самом деле я очень долго себя искала.
чем я только не занималась. И ростовые цветы делала, и крылья ангела делала, и гербарием. И случился великолепный век. Я там прям посмотрела украшения и влюбилась. И как раз в это время пришла мода. Помните, ободки были такие из страз, Да, из с камней. большими сережками. Да. Вот оттуда и началось прям любовь. Так, сейчас наношу клей на сам шарик. Расчет примерно идет на 7 страз. Примерно вот так вот. Поверх, да? Ага. Клей у нас прозрачный, поэтому не боимся. И вот так вот смело наносим клей. Ну, то есть какие-то изъяны будут не видны, да? Да, Благодаря верно. прозрачности. Ага, верно. Но я думаю, что ваше имя многим якутянам известно, и ваши украшения, да, даже я наслышана, да, но вот встретиться удалось с Анжелой только сегодня, чему я очень рада, да, потому что украшения ваши действительно заслуживают отдельного внимания, красоты. Насколько это вот кропотливый труд? Спасибо, так приятно. На самом деле создавать украшения из бисера, да, это реально как ювелирное дело. Потому что бисер мы используем качественный, размеры желательно используем и большие, и маленькие, чтобы был объем, не просто чтобы ровно было, да. У нас все украшения объемные. И все в национальном стиле, да? Все... Ну, в основном, в основном. в якутском стиле. Есть у нас, например, вот колье за вами стоит, да, вот колье с мехом. Мы начали делать коллаборацию с такими мехами, как соболь, норка, использовать кабошоны, стразы. Не только якутские, на самом деле мы следим за модой, за трендами и стараемся тоже Не отставать. Не отставать. Когда мы создаем украшения, мы следим за модой и хотим, чтобы наши якутянки тоже были в тренде. Каждый раз создаем новое, что-то пробуем. Тем более сейчас такое время, что очень много разных материалов классных. Бери, создавай, да, на все твоя фантазия. А откуда черпаете вдохновение? Как вот вы постоянно находитесь в таком, да, тонусе, чтобы вот вдохновляться, создавать? Это же тоже, ну, непросто, наверное, да, всегда быть в таком. Но я очень потоке. люблю свое дело, горю своим делом, вот уже 12 лет. Каждый день я прям быстро дома убираюсь, и потом, лишь бы потом за вышивкой садиться. И Сесть поскорее, да? Да, а вдохновляюсь я в социальных сетях, в основном смотрю работы дизайнеров, какой цвет в моде, какие тренды есть в украшениях. И то, что вот в тренде, мы стараемся иногда использовать их в якутских наших украшениях. Вот. Ну, примерно минут 5 прошло. Так. Мы теперь должны стразы положить на клей, который мы нанесли. Это очень крепко, надежно и хорошо держится. Так. Так. И дальше по кругу, да? Ага, и дальше по кругу. Вы здесь в школе обучаете только взрослых или дети тоже приходят? Да, в основном взрослых. Взрослые. Ага. А так иногда в школы зовут, чтобы провести какой-нибудь мастер-класс. Приглашают, да? Приглашают, ага. Для детишек, например, когда делаешь мастер-классы для детей, там надо соблюдать правила. Например, детям нельзя 2-3 часа сидеть как взрослым. Надо какой-нибудь интересный мастер-класс придумать, чтобы у детей глаза горели, чтобы им было интересно. И в то же время что-нибудь модное такое. Вот так вот у нас получилось. Да. Так, дальше мы с вами будем от этих наших стразинок приклеивать круглые. Потом размером будем уменьшать, а потом у нас уже пойдут висюльки, стразовые ленты. И теперь буду наносить
клей на стразы. И будем немножко ждать. А как давно открыли школу и что вас вот сподвигло на это? Может быть, какие-то сложности у вас были? Раньше я проводила только живые мастер-классы, максимум по 4-5 человек, и это было до пандемии. Мгм. Было такое время, наверное, Екатерина, вы помните, все занимались брошками, брошки клевер. Да. Тоже был такой период. Бум такой был. Да. Ага. И вот в это время я проводила мастер-классы живые, и случилась пандемия, когда нас всех посадили По домам. по домам. Ага. И вот тогда я начала думать, как же быть, как дальше работать. Я быстренько онлайн выучилась на фотографа, как красиво снимать через камеру телефона. И все свои мастер-классы живые я перевела в онлайн. И вот тогда и был такой прям скачок, рост, можно сказать. И получается, я тогда охватила всю нашу республику. Пришли люди, которые не могли посетить живые мастер-классы. Вот тогда, да, был такой большой рост. Да. Ну, то есть не без хорошего, да? Плохое случилось, да, пандемия. Ага. География расширилась. Пришли ученицы из Казахстана, из Киргизии, из Бурятии. В социальных сетях они следят, смотрят. И онлайн хорош тем, что можно учиться из любой точки мира. Доступно. Доступно. И это очень круто на самом деле. Да. Так, немножко ждем. И давайте, пока мы ждем, буду приклеивать вот эти стразы. Пускай они тоже у меня готовятся стоять, пока мы общаемся. Эти тоже пока наношу. Достаточно просто. Стразы используем в оправах, потому что стразы иногда бывают пришивные, иногда в оправах. Мы используем в оправах. Любимая работа, она должна приносить удовольствие, восторг, кайфовать, когда ты сидишь, создаешь. Это не должно быть мучительный процесс ни в коем случае. Вот так вот мы приклеиваем. Так. И вот так вот у нас пойдет наши стразинки. Анжела, а много ли приходит желающих на мастер-классы? И кто это в основном? Каких возрастов? Может, больше молодежь или более старшее поколение? Более старшее поколение. Так как у нас якутские украшения, более старшее поколение. И у нас есть такие уникальные ученицы. Например, самой старшей 87 лет. Она обучилась у нас онлайн через телефон. Вот чему можно поучиться, да? Да. У женщины, да? Потому что не каждый из наших мам даже, да, может освоить новые технологии, тем более учиться онлайн. Да. И она создает украшения для внуков, для правнуков и праправнуков. Ничего себе. Такая молодец. И самое то, что нас радует, это у нее глаза горят, у нее есть цель. Каждый раз отправляет фотографии, отзывы хорошие и говорит: вот, смотрите, я закончила. И радуется, как ребенок. Но это реально счастье для учителя. Да, конечно. А так самым младшим нашим ученикам было 12 лет мальчику. Он стрекозу создал, брошку для мамы. Для мамы. Ага, и потом эту брошку он в школе учителю продал, а потом маме вторую сделал. Ну молодец, Да, хотя бы сделал. Такой прям предприимчивый мальчик. Так, ну и теперь вот эти стразы приклею. Ага.
Очень много у нас учениц, которые после обучения получают дополнительный доход. И это нас мотивирует, радует в наше тяжелое время сейчас, да? То есть находят себя, получается, в этом, да? Да. В этом деле, в этом творчестве. Ну, это здорово. Да. Когда создаешь украшения, когда только-только начинаешь, никогда сразу украшения не продаются. Это начинает работать тормозное радио. Это, в принципе, тоже зависит от человека, который хочет, который намерен зарабатывать. У которого есть цель, да. Да, выставляет свои работы в социальные сети, близкие начинают узнавать, что ой, она занимается. И как обычно бывает, когда продажи сразу не происходит никогда. Вот человек занимается, выставляет, это как дисциплина. Делает, 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 а потом, как у нас обычно бывает, да, неожиданно наступает СХ. И тогда, получается, люди, которые вот смотрели ее социальные сети, они начинают делать заказы. Вспоминают, Вот, да, и тут же начинается вот. Ага. Вот так вот у нас потихонечку. И маленькие вот эти стразы, они называются шатоны. Теперь их приклеим и уже приступим к стразовой цепочке. Хорошо. Так. Так, давайте можно вот так вот вставить. Нет, перевес. Перевес. Ага, перевес, да. Ну, я вижу, у вас еще здесь есть ваши коллеги, да, с которыми вы, которые тоже, наверное, ваши Да, ученицы. это мои ученицы. Очень талантливые девушки, единомышленницы. Если раньше я всегда одна была, сейчас у меня мои ученицы помогают. Своя команда, да, можно сказать уже. И уже и легче думать над дизайном украшения. То есть вместе уже можно, да, уже вместе. придумать что-то. Каждый вносит, наверное, что-то свое, Да, свою лепту вносит. У меня дети очень творческие. Когда вот, например, родители занимаются вот таким вот творческим каким-нибудь занятием, не обязательно вот создание бисера, украшения, да, а дети тоже начинают быть творческими. Вот помню себя, когда я была маленькая, у меня папа, он очень хорошо рисует. И мы, вот нас 4 детишек, постоянно его просили: папа, нарисуй дракона, папа, нарисуй мышку. И вот именно любовь к рисованию у меня с детства, хотя у меня нету творческого образования. Рисовать неплохо получается, те же дизайны украшений. И у меня дочки оба тоже любят рисовать. Вот. А человек, который, вот, например, ближе к творчеству, он не пропадет, он может найти любую работу. Опять же, фантазия хорошо работает. А сюда не Да. Ага. Сюда. Теперь наношу. Примерно диаметром, как наши стразинки. Ну, сейчас, как мы сказали, Новый год, да, очень скоро. На новогоднюю тематику что-то создаете, вот помимо шариков, да, помимо... Так, ну у нас направление украшения, поэтому Основная. основные материалы, конечно, это стразы, стразовая цепочка. Хотим сделать мастер-классы быстрые, чтобы люди быстрее закончили. Потому что когда человек только-только начинает свой путь, когда он выбирает, например, очень такое объемное, большое украшение, он может выгореть. Поэтому для начинающих мы всегда советуем начать с маленького. Да. Ну и всегда же хочется сразу результата, да, как начинающим, да, насколько знаю. Хочется тут же вот создать и с собой забрать, унести, носить, надеть, да? Да, совершенно верно. И потом у нас пойдет стразовая цепочка, и все, на этом шарик у нас будет готов. Клей схватывает очень хорошо, так как мы придерживаемся правил клея-момент.
обязательно нужно приклеивать обе стороны. Можно с детьми вот так вот заниматься. Да. Продаются пластиковые стразы, достаточно по такой доступной Доступные. цене. И можно вот так вот обновить шарики. Вот уже красота такая получается здесь. Так, сейчас у нас пойдет стразовая цепочка. Так. Давайте вначале примерим. Она у нас пойдет вот отсюда, примерно вот так вот, наверное. Сделаем. И надо, чтобы она у нас немножко так вот не спадала. Да, вот так, я думаю, нормально будет. Теперь посмотрим, сколько это у нас в сантиметрах. Так, это у нас 25 сантиметров. 25. Екатерина, можете, пожалуйста, отрезать Да, мне? конечно. Так, 7 отрезков по 25 сантиметров. Ага, вот таких, да? Да. А я подготовлю клей, чтобы мы приклеили. Вот это мы умеем делать. Самое простое, да? Наносим клей. Так, 7 отрезков, да? Ага, Сказали. 7 отрезков. Вот. Так, теперь начинаем наносить клей на стразовую цепочку Так. и приклеим уже вот на те места, где я нанесла клей. Подготовлю стразовую цепочку и потом, Примерно там сантиметрик, да, где-то полтора. Ага. Да? Ага. и потом мы их будем просто приклеивать. Одну сторону, теперь вторую сторону вот так вот на весу. Так, пусть оно у меня пока готовится, лежит. И вот так вот все приклеим. Итак, время подошло, и теперь мы начинаем приклеивать нашу стразовую цепочку. Вот так вот кладем ее рядышком. И теперь, скорее всего, наверное, сюда сделаем, да, чтобы как бы внахлёст был Как бы, да. следующий. Да. Ага, вот сюда приклею. Так вот приклеили. И получается у нас вот первая наша, Ты. первая наша висюлька вот такая получилась. Теперь вторую висюльку берем и приклеиваем на соседнюю стразинку. И она у нас, получается, идет как бы вот так вот внахлёст сверху. Через одну, получается. да? Через одну. Ага. Ага. Так, получается у нас висюльки. Вот через одну сюда приклеили, потом вторую через одну сюда приклеили. Теперь возьму вторую и вот сюда приклею. Все, игрушка у нас получается готова. Да. Вот, Здорово. очень красиво. Да, в принципе, не так сложно, да? Да. Создать такую игрушку, опять же, привлечь своих деток, мужа. Да. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Сделать традиции такие, да? Семейные, да? Если в семье, например, 5 человек, каждый по игрушке, да, может накопиться такое достаточно хорошее количество игрушек. И самое главное, что сделано она своими руками, да, и что говорит о том, что она намного ценнее, Да. получается. Анжела, ну что, вам спасибо большое за этот очень красивый, блестящий мастер-класс. Я думаю, зрителям несложно будет повторить. Да. Да? Спасибо, что доступно объяснили. Ну и
Успехов вам творческих, Спасибо конечно, большое. да, вдохновения, неиссякаемой энергии на новые творения. Мне очень приятно было с вами пообщаться. Взаимно. Ага. А дорогим нашим зрительницам я желаю прекрасного новогоднего настроения, самого волшебного. Творите своими руками красоту. Не бойтесь, даже если у вас с первого раза не будет получаться, в следующий раз обязательно получится. Создавайте красоту. И будьте самыми красивыми. Да. Мгм. Увидимся на телеканале Якутия 24. Оставайтесь с нами.